Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Передает всем привет Филечка, за которого все мы так переживали. Видим по видео, у него все хорошо. Подружился с хозяйкой, даже приносит ей тапки. Видимо, научился в прежней жизни. На неделе Филечка уезжает до сентября на дачу. Филя, ой, молодец, молодец, умняшечка. Где косточка твоя? Вот она, нашел косточку. Нашел. Молодец, молодец. Филя, ой, ой, скажи голос, да? Аня, Так. привет! Да, привет скажи, Лариса, привет скажи, Лара. Наш Чарли, он сейчас Мишка, продолжает испытывать терпение хозяйки Ирины. Рвет и крушит все вокруг, несмотря на вкусную еду и доброе отношение. Мишка рвется на волю. Такое бывает очень редко. Даже не могу вспомнить, чтобы так яростно собака хотела быть бездомной. Но бывает. Вот очередное сообщение из Якутска. 2 малюток сдали в ППЖ сами хозяева. Ну, тогда уж могли бы и сами убить, чем отдавать на ту же смерть, только мучительную, в боли и ужасе, чужими руками или зубами сородичей. Положение просто ужасное. Мы не смогли закупить корм для всех передержек, а впереди праздники, и склады будут закрыты. А они смотрят в десятки пар глаз на человека, доверчиво смотрят и виляют хвостами. Они же понимают, что спасены, что у них другая жизнь, сытости. Как сказать им, что изменились обстоятельства? Как сказать, что внимание людей сейчас там, где рвутся снаряды? Да, спасать и там нужно. И наши якутяне, спасенные также от смерти, от пуль и яда, уже меньше интересны. Мы их также спасали от ужаса, от беды в январе, феврале. А теперь они стали неинтересны. Но они живые, и они кушать хотят. Также у нас прошло несколько стерилизаций. Это необходимо. Рождение щенков на передержках нельзя допустить. Это преступно. И сейчас висит долг за несколько операций. Нам нужна помощь, друзья. Нужна очень. Овчарочка Гера. Ее история потрясает жестокостью или даже дремучестью, садизмом.
Нашу Геру мы забирали из ППЖ зимой. Пришли за одной собакой, а пока одевали той ошейник, другая стояла рядом и неистово прыгала на рабочего и как бы просилась забрать и ее тоже. Так жалко было на это смотреть и оставлять ее. Но приехали за ней только на следующий день, когда я увидела видео с ней в вольере. Не смогла ее там оставить. В марте она прилетела в Москву. Когда Гера отъелась, отоспалась и поправилась, пришла очередь ее вести на стерилизацию. И вот во время наркоза увидели изуродованный язык. Подробный осмотр показал обрезанные края и ушей. Мы поняли, что Гера стала жертвой дикого безумного ритуала. Гера стала жертвой ритуала, когда у собаки вырезают 3 кусочка тела. Это якобы должно защитить дом от злых духов или злых соседей, колдунов, неважно. Но вот смотрите, обрезаны части ушей и кусок языка. Это мы обнаружили недавно только на стерилизации. Как жаль, что собаки не могут нам поведать о том, что им пришлось пережить. Почти все наши спасеныши прошли через ужасы голода, насилия, гонений и страха погибнуть. Мы спасли их из ада. Неужели допустим, чтобы они снова узнали голод? Пожалуйста, я повторяю просьбу о помощи на корм. Кто сколько может. Накормим наших хвостиков. Вспомните страшный кровавый январь. Тогда мы с вами в едином порыве спасали, лишь бы схватить, лишь бы вывести. И вот бывшие смертники у нас. Никогда еще на наших передержках не было такого количества хвостиков. Кто мог подумать, что нечем будет кормить? Никто об этом не думал тогда. И вновь я прошу наших друзей из других стран. Ваша помощь была очень существенной. Пожалуйста, узнавайте на местах, как можно отправить переводы в разных странах, разные возможности. Корона Пэй или банковский перевод на Тинькофф или пишите мне на WhatsApp. Я смогу подсказать, как лучше сделать перевод. Я благодарю всех, кто помнит о наших спасенышах.